Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І сёння са мной на сувязі абмяркоўваць самыя нашумелыя, так бы мовіць, падзеі учорашняга і сённяшняга дня будзе былы баец антытэрарыстычнага спецпадраздзялення «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, а сёння прадстаўнік ініцыятывы «Беларускі народны трыбунал» Ігор Макар. Добрый день, спадар Ігор. Здравствуйте. Ну, безумоўна, было б нам цікава з вами пагаварыць і проста як з былым супрацоўнікам, байцом падраздзялення «Алмаз», але сёння больш такая актуальная нагода. Гэта той аўдыёзапіс, які падняў шмат шуму пра нібыта планаванне забойства шэрагу прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і журналіста Паўла Шэремета, які апублікавалі, зрабілі публічным менавіта вы. І давайте вось з гэтага пачнем. Запіс быў, паводле вашых словаў, зроблены ў 2012 годзе. У нас на двары ўжо 2021. Чаму столькі часу гэты запіс дзесьці ляжаў і чаго вы чакалі? Действительно, данную запись я получил в 2012 году от своих анонимных источников из Комитета госбезопасности. В данной записи я услышал имя моего на то время и сейчас друга Олега Алкаева. Поэтому я тогда попытался спасти ему жизнь. Я обратился к американским дипломатам, что и послужило тому, что Олег Алкаев получил из криминальной полиции сообщение, что ему нужна охрана, что ему нельзя в каком-то ближайшем времени выезжать из Берлина и даже, собственно, из Германии, потому что его жизни угрожает опасность. Публиковать запись я не стал, потому что я собирал с самого начала, когда я уехал в Евросоюз, любую информацию, что касалось чиновников, а также госслужащих. И я тогда понимал, что публикация и моя, допустим, одно какое-то мое участие, это не принесет никакой пользы. А именно вот в 2020 году, после президентских выборов, я увидел именно вот ту сплоченность белорусского народа, которые сплотились ради справедливости и против беззакония, которое творится все 26 лет. И я понял, что вот именно сейчас то время, когда белорусскому народу нужна моя помощь и поддержка. И я еще делаю все, чтобы этого добиться. Ведаеце, вот асобныя эксперты ўжо выказалі меркаванне, што вот менавіта ў гэты час з'явілася, была апублічаная гэты запіс не проста так, маўляў, вот гэта нейкія такія гульні, як это кажуць, шматхадовачка, прыдуманая ў Маскве дзеля таго, каб, маўляў, намікнуць Лукашэнку, што мы-то пра цябе ўсё ведаем, і тут, как бы націснуць на яго, так бы мовіць. Але атрымліваецца, што безумоўна, калі б гэты запіс патрапіў да вас вось там месяц-два, там паўгады таму, то можна было б такія варыянты пралічваць. А калі ён быў у вас яшчэ ў 2012 годзе, то атрымліваецца, што кагосьці там рукі Масквы за вашымі плячыма няма ў гэтай справе. Нет, абсолютно. Я повторюсь и неоднократно, что все мои публикации, которые связаны вот именно в последнее время, это все благодаря белорусскому народу. Благодаря тому, что вот именно в это время, повторюсь, народ сплотился до такой степени, что я просто не могу ничего не делать, и я буду делать это до конца. А по поводу того, что за мной стоит какие-то или кремлевские люди, или Москва, нет, абсолютно не так. Единственное, что я очень надеюсь, что именно Российская Федерация отреагирует на данную публикацию и прекратить всю полностью поддержку Александра Лукашенко и его действующего диктаторского режима. А чаму? Вот чаму Москва павінна вот з-за гэтага запісу на такія крокі пайсці? Я уверен, что Владимир Путин вряд ли будет поддерживать Лукашенко, когда он сфальсифицировал выборы, это одно, но когда здесь очевидно видно и доказано, что Александр Лукашенко имеет непосредственное отношение
к совершаемым очень опасным преступлениям. И очевидно видно, что именно он давал приказ Комитету госбезопасности выполнять данные преступления. Я думаю, что вряд ли здесь имеет смысл какая-то поддержка со стороны России. Кажыце, на ваш погляд, асабліва з улікам вашага вопыту працы менавіта ў антытэрарыстычным падраздзяленні, вот якую небяспеку для беларускага рэжыма ці для Лукашэнкі асабіста мелі ў той час той жа самы Алкаеў ці той жа самы Шарамет, якія не жылі ў той час у Беларусі? Без сомнений, выполнить данные приказы могли без особых усилий. Как уже было сказано, в частности, и самим Олегом Алкаевым, что приехать в страны Европейского Союза или в Российскую Федерацию абсолютно не заставляет никакого труда. Поэтому это, скажем так, что единственное, что, может быть, они просто не успели это сделать или организовывали это не так быстро, как, допустим, по Павлу Шеремету, потому что именно что касалось Павла Шеремета, в конце записи там понятно, что они хотят сделать что-то резонансное, чтобы начать пользоваться теми деньгами, которые были выделены на спецсчет Комитета госбезопасности. Давайте про грошы крыху пазней, але я вот вы зараз сказали про тое, што ў прынцыпе у спецслужбаў беларускіх была магчымасць тэхнічная зрабіць тое, што яны запланавалі. Але я пытаўся пра іншае. Вот, напрыклад, той же самы Олег Алкаеў. Ну вот ён жыве за мяжой. Хай сабе ён там свой час быў ва ўсіх гэтых сілавых структурах, але зараз ён за мяжой. Ну вот якая небяспека з яго боку для Лукашэнкі? Ну что ён можа ім зрабіць? Я понял вас, да. Здесь касается данных людей. Эти люди, они являются источником очень важной информации. То есть той информации, которой они обладали и имели ее, когда работали и находились на какой-то службе или работе в госорганах. Когда они уехали от белорусского режима, от преследования, они с собой, кто получил информацию, допустим, Дудкин, он скопировал полностью на флешку данные своего компьютера и данные даже Наумова, министра внутренних дел. Олег Алкаев владеет огромной информацией по поводу пропавших без вести политиков. Ну и Бородач, мы тоже знаем, что он заявлял о том, что у него есть и запись по поводу убийства Захаренко, и еще какая-то информация. Поэтому это делалось только из-за того, чтобы эта информация когда-нибудь не всплыла против и не доказала эту сущность именно существования данного режима. Про грошы, якія вы сказали, 1,5 мільёна, вот нібыта якія знаходзіліся там на нейкіх адмысловых рахунках, і я так зразумеў з вашых словаў, што ім трэба было нейкая рэзанансная справа, скажем, забойства таго ж самага Шеремета, каб пачаць карыстацца гэтымі грашыма, а атрымліваецца што, вот на тое ж самае, там, на нейкую аперацыю адну з вот пералічаных супраць кагосьці з гэтых людзей, яны пакуль нешта рэзананснага не зрабілі, не маглі імі карыстацца? Именно так. По записи мы очевидно видим, что именно деньги, которые положены с приказа Александра Лукашенко для достижения данных целей, которые были поставлены перед Комитетом госбезопасности, там упоминается именно Павел Шеремет. До этого были оперативные разработки Комитета госбезопасности, которые полностью положили на стол Зайцеву все документы о его проживании, адрес, его автомобиль, на котором он передвигается, его семья, родственники и даже поездки за границу. Было указано, когда он улетал в какую-то страну другую и когда он, допустим, прилетал. И именно что касается денег, там именно сам Зайцев сказал конкретно, что если на сегодняшний день взять деньги будет неправильно, потому что президент потом скажет, что мало ли что-то не выполнили там и тому подобное. Поэтому нужно сделать что-то резонансное. Вот это именно резонансное, это именно говорилось по поводу Павла Шеремета. И в конце этой записи, если мы хорошо послушаем, 2 человека, которые исполнители, они выехали на следующий день в Российскую Федерацию по поводу работы Павла Шеремета.
Дарэчы, вось Наталья Макушина пытаецца у вас, і ну вот сапраўды удакладненне вы сказали про тое, что вы папярэдзілі адразу ў 12-м годзе про пагрозу Алкаеву, Барадачу, Дудкіну, амерыканскіх дыпламатаў, тыя там паведамілі еўрапейскім сваім калегам і гэтак далей, і іх нейкім чынам ну вот папярэджвалі, нават я ведаю, Барадач казаў, што прапаноўвалі там ахову і вот дапамогу і ўсё такое. А з Шереметам, вот Наталья пытается, вы палічылі, што публікацыя калі даведаліся, што рыхтуецца пакушэнне на Шеремета, ці вот было паведамлена нейкім чынам туды там расійскім нейкім калегам, дыпламатам, бо ён на той час знаходзіўся ў Расіі, ці яму асабіста. То есть ён ведаў, што ёсць такая пагроза. Об этом я говорил вчера с многими каналами, с многими украинскими каналами. Именно было сказано то, что почему я даже не спас жизнь Павлу Шеремету. Но здесь я могу, наверное, сказать так, что если бы я на то время опубликовал данную запись и, допустим, я бы спас жизнь Павлу Шеремету, то я думаю, на сегодняшний день я не смог бы помогать своему белорусскому народу. По поводу того, что фамилии, которые именно указаны в самой записи, которым угрожала жизни опасность, об этом знали американские дипломаты. Но, как я понимаю, действия были сделаны только в отношении Алкаева, не зная по поводу Бородача и Дудкина, и также не зная по поводу Шеремета, судя по всему, что он об этом был не знаком с этим. Запіс зроблены ў 2012 годзе. Шеремета забілі ў Кіеве ў 2016 годзе. Кажаце, ўсё ж такі такія аперацыі, асабліва тым больш пасля таго, як стала гэта вядома заходнім спецслужбам, амерыканскім, еўрапейскім. Няўжо праз 4 года яны працягнулі гэтую аперацыю і удзельнічалі у падрыве Павла Шеремета. То есть вот наколькі вы дапускаеце, што беларускія спецслужбы датычныя да гэта, ці это ўжо была іншая зусім справа, іншыя людзі былі задзейнічаны? Я общался по данному поводу с людьми, которые работают в спецструктурах, в частности, в самых серьезных спецструктурах Беларуси. Мнение у всех практически одно и то же, что в Беларуси именно вот благодаря этому данному режиму меняются руководители, но не меняются поставленные задачи абсолютно. Поэтому мое личное мнение и мнение, допустим, моих коллег, те, с которыми я близко общаюсь, одно и то же, что здесь видны именно вот те вот нити белорусских спецслужб, которые причастны к устранению Павла Шеремета. Ну, я вот сёння размаўляў там з таким знаным украінскім палітолагам Евгеном Магдам, і ён, у прынцыпе, не верыць у тое, што тут нейкая была такая сувязь, хаця тут гадаць, канешне, можна шмат чаго. Дарэчы, сёння у сваім фейсбуку і з'яўленне гэтых аўдыёзапісаў і ўвогуле ўсёй этой сітуацыі пракаментаваў былы начальник Фрунзенска РУС, а цяпер депутат Палаты прадстаўнікоў Олег Гайдукевич. На мове арыгінала цытата яго гучыць так: по роду службы взаимодействовал со всеми спецслужбами страны: КГБ, ОАЦ, прокуратура, Следственный комитет. И знаю много. Так вот к чему я. А к тому, что смешно читать сейчас новости о раскрытии заговора спецслужб об убийстве беглых оппозиционеров. Смешно было читать интервью простого беглого опера МВД о его значимости. Смешно читать примитивные переговоры. Кто хоть 5 лет работал в спецслужбах, читает все эти новости с улыбкой. Ну вось не верыць Олег Гайдукевич і тое, што праўдзівы гэты запіс, ну і ўвогуле вашыя словы і інтэрв'ю, што вы кажаце, таксама вот смеху яго выклікаюць. На это я могу ответить, что очень жалко, что Гайдукевич не понимает одного, что
Я не опер, им никогда не был. Я работал в спецподразделении по борьбе с терроризмом «Алмаз». Там есть должности боец, на которой я работал. Уволился в должности заместителя командира боевой группы. По поводу какого-то разоблачения спецслужб и то, что до боли обидно и плачевно им это все читать, то я, наверное, скажу даже более, что очень обидно и плачевно знать и узнавать то, что в самых серьезных спецслужбах Беларуси, а в частности в Комитете госбезопасности на самом высоком уровне, с самыми высокими людьми, которые управляют данной структурой, а в частности и даже нашего президента, совершается и планируется преступление. Вот это больно. И это не прекращается все 26 лет. Як вы лічыце, ўсё ж таки таксама з вашага вопыта папярэдняй службы, запіс у кабінеце старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі. Прычым 12-й год тэхнічна ўсё ж таки, безумоўна, тэхніка ўжо такая досыць сур'ёзная ёсць і ў спецслужбы, у простых людзей ёсць ужо тыя ж самыя дыктафоны, але пранесці і запісаць такую размову, ну, мне падаецца, вот досыць складана. Ці ўстанавіць праслушку у кабінеце. Вот адкуль, як ввогуле быў зроблены гэты запіс, наколькі ўсё ж таки можна верыць у яго тое, что праўдзівасць? Эта запись была сделана действительно очень сложно, с очень-очень большим риском. Это было сделано на сам жучок, который являлся диктофоном. Был установлен в одно место, где непосредственно сидели все, именно вот те, кто разговаривал. Было очень опасно то, что данный жучок будет обнаружен, потому что то место было сделано так, что он вроде бы как и был виден, но с другой стороны понять, что это именно сам жучок, невозможно. Человек, который имел доступ к кабинету самого главы КГБ, на сегодняшний день находится в стране Евросоюза, и я очень спокоен, потому что его жизни уже не угрожает опасность. А далее, когда я еще узнаю более подробную информацию, я об этом сразу же заявлю. Там, думаю, что будет тоже много интересного. То есть атрымліваецца, што это не хтосьці з удзельнікаў гэтых перамоваў прынёс з сабой нейкі там жучок ці дыктафон, а чалавек, які не ўдзельнічаў ва ўсёй гэтай размове, адмыслова паставіў такую вот праслушку. Да, конечно. А што яго падштурхнула да гэтага? Адкуль былі нейкія там падазрэнні ці вот што? Вот, ну, как бы павінна ж нешта стаць прычынай, што так, вот тут я пастаўлю, таму што ведаў, што будзе такая перамова, ці вот... На то время была информация по поводу Тертеля, который сейчас является председателем Комитета госбезопасности, о его схемах финансовых. Тогда все в кругу Лукашенко знали, что именно Тертель является долларовым миллионером. Я данную информацию собирал, и тот мой информатор, который говорил постоянно, что происходят какие-то очень серьезные встречи, и на них всегда присутствует именно возле кабинета в холле Тертель. Он всегда заходил или до встречи, или после встречи. Поэтому у меня основная была цель направлена именно на самого Тертеля. Но получилось так, что записался разговор, который сегодня мы услышали об убийствах и о данном режиме, который сейчас существует в Беларуси. Угу. Да, вот такие цікавые... Я могу просто еще сказать то, что я говорил вчера на своих интервью. Было услышано много других разговоров именно вот этой вот в компании Зайцева и этих двух исполнителей с группы антитеррор «Альфа» о том, что были поставлены задачи на убийство данных лиц, но всегда ставились задачи вот на одних и тех же лиц. Но именно на этой записи не записан человек, это Андрей Судлицев. Он именно ставился в задаче с устранением физическим именно с Павлом Шереметом. Но, к сожалению, в записи его нету, но будут показания самого сотрудника, который может дать показания в суде или, как я говорил, в какой-то генпрокуратуре о том, что это было, что эта фамилия звучала, и она готовилась к устранению.
Мгм. Ну вот вы крыху апярэдзілі, да, таму што уже быў каментар сёння Андрэя Суздальцева, который сказаў, што верыць у саму верагоднасць таго, што яго маглі замовіць, так бы мовіць, і спрабаваць забіць. Ну і тут вот да, в принципе... Он именно был в списках, было в списках, конкретно ставилась задача и непосредственно для устранения двух граждан Российской Федерации, это Павла Шеремета и Андрея Суздальцева. Это не секрет, и я это докажу, и будут еще показания по этому поводу. Вы сказали про тое, што гэта не адзіны запіс, які быў зроблены, шмат чаго цікавага. Калі вы плануеце іх апублічыць, гэтыя запісы, і, можа быць, ужо зробіце такі анонс, хто чарговы можа потрапіць пад вот такое апублічванне? Запись сделана одна, та, которая удалась, потому что устройство ставилось много раз, но оно не срабатывало. Там не буду рассказывать вам именно причину. Это было очень сложно сделать. Но информация, которой владеют человек и мои информаторы, она доступна. И я думаю, что в ближайшем будущем я ее опубликую. Значит, вот у нас вельмі шмат у каментарах пытаются про тое, ці можа быць, вот, ну, у вас ёсць, ці вы думаеце, увогуле ваше меркаванне, кажуць про тое, што можа быць ёсць нейкія запісы, якія б выкрылі тых, хто здзейсніў ці хто замовіў вот выбух у мінскім метро. Вы что-нибудь ведаеце про гэта? Да, у меня есть информация, я ее уже говорил раньше. Позже я опубликую более доступную информацию и будут кое-какие показания, но единственное, что я хочу заявить, это то, что позиционировался взрыв именно вот эта поставленная сумка, но сам взрыв был непосредственно в полу. То есть отрымліваецца, что сумка тут ни при чым, и... Нет, абсолютно. Взрыв был именно в полу, в метро в полу. А таким чынам і тыя людзі, якія былі за гэта пакараныя смерцю, таксама ні пры чым. Да, я об этом уже говорил. Калі вы плануеце гэтыя ўсе вот звесткі, якія маеце апублічыць? По мере возможности, к сожалению, сейчас очень такой плотный график, и времени просто катастрофически нет. Приходится спать по 3-4 часа, но по мере возможности, конечно, я буду максимально быстро это публиковать. Чего вы чакаете? Понимаете, да. то, что произошло, к огромному сожалению, ребятам жизнь уже не вернешь. Там есть очень много интересного, когда их возили в комитет госбезопасности, когда их рассказывали, что говорить, вообще обучали даже, что такое взрывчатка и как она взрывается, и что говорить. То есть это все опубликуется позже, но повторюсь, что жизнь ребятам уже не вернешь, поэтому я понимаю, что здесь будет просто для того, чтобы люди понимали, что творилось в Беларуси все эти годы. Як вы лічыце, вот зараз, вот вы сказали на пачатку размовы, что ну, не бачылі, можа быць, сэнсу, там, ну, ці можа не сэнсу, а тое, што гэта дасць нейкі вынік, калі апублікаваць гэтыя запісы раней. Вот зараз сітуацыя змянілася. Якога выніку вы чакаеце? Вот з'явіліся гэтыя запісы. І вот што вы думаеце, чаго вы чакалі далей? Як рэакцыі ад каго і якой? Мне очень бы хотелось, чтобы это все привело к очень серьезному вниманию мировой общественности, в частности Евросоюза, Америки, Англии, ну и, как говорил, Российской Федерации. Но самое главное, я хочу, чтобы вот именно вот эта вот информация дошла до самих сотрудников, тех, которые сейчас в данный момент выполняют преступные приказы. На сегодняшний день они должны понимать, что они выполняют преступные приказы самих преступников. То есть это уже очевидно видно и доказано, что совершались куда более серьезные преступления, те, о которых сейчас вот знает вся общественность. Поэтому просто надеюсь, что до сотрудников именно силового блока это все дойдет, и мы сможем разрушить силовую систему, на которой, собственно говоря, сейчас и держится данный диктаторский режим. А вы думаете, што сілавікі не ведаюць, у якой сістэме яны працуюць?
Я думаю, знают, но, как мне говорили, и в основном, в принципе, говорят те сотрудники, которые работают или которые недавно уволились, то, что очень многие просто идут по течению, очень многие просто по течению. И достаточно будет их поставить перед фактом, и когда они увидят, что это все разрушается, они сразу же станут на сторону народа. Я в этом тоже уверен. Дмітрый Чарнаусаў пытаецца, асабіста вы не баіцеся, што пасля такіх аўдыёзапісяў паставяць задачу адпаведным органам, структурам на ваше фізічнае устранение, каб заткнуць ужо вам рот? Конечно, я это не исключаю, но, наверное, повторюсь, что я на это пошел, и я готов рискнуть своей жизнью для того, чтобы белорусский народ стал свободным, для того, чтобы моя родина, Беларусь, именно вот ушла от этого диктаторского режима и стала свободной, суверенной и независимой. Вы сказали про тое, што той чалавек, які перадаў вам гэтыя аўдыёзапісы, ён зараз знаходіцца за мяжой, ён ужо больш-менш у небяспецы. Ці можаце вы ўжо цяпер, тым больш з улікам таго, што, як сказана было вамі, ён гатовы даць паказанні, сведчанні, альбо там ва ўкраіну прыляцець, сведчыць у судзе там, ці ў пракуратуры, ці ў еўрапейскіх пэўных структурах, то, можа быць, можна ўжо назваць яго імя, хто гэта чалавек? Нет, не могу назвать его имя, потому что еще есть люди, которые находятся в органах, которые работают и которые непосредственно имеют отношение к тому, что сейчас происходит. И назвав его имя и фамилию, будет очень много связок, потому что я уже вчера к вечеру был информирован, что из органов МВД уже несколько человек возили в УСБ. Была очень серьезная оперативная работа, и это будет продолжаться, я думаю, сейчас очень-очень плотно. Поэтому, к сожалению, немножко позже. До речі, нават расійскі палітолог Белкоўскі напісаў, што хутчэй за ўсё з тое, што забілі Шеремета, гэта дзеянне сумеснае беларускіх і украінскіх служб, там КДБ і СБУ. Як вы лічыце, наколькі гэта верагодна і наколькі тады кіраўнікі краін Беларусі і Украіны, тагачасны Пётр Парашенко, былі ў курсе вот гэтай аперацыі? Тоже эта информация, конечно, может быть, не смогу здесь где-то что-то свое говорить, может быть, даже с этим бы и согласился, но, наверное, нужно просто рассмотреть каждый факт именно причастности. Можно попросить у белорусской стороны, если это, конечно, возможно, если они на это пойдут. Я думаю, что допросить именно Вадима Юрьевича Зайцева, который был тогда председателем КГБ и который планировал данное преступление. Я думаю, все расставит на свои места. Ольга Швед піша: Ігор, вам неабходна аб'яднацца з усімі супрацоўнікамі, якія вымушана зараз знаходзяцца за мяжой, бо у кожнага маюцца доказы і дакументы. Вы гэта мяркуеце зрабіць, вот наладзіць такое супрацоўніцтва? Конечно, это было бы очень хорошо, если бы объединиться и бороться с данным режимом совместно. Конечно, если будут какие-то предложения, мы их будем рассматривать, и, повторюсь, это было бы очень здорово. До речі, а увогуле, наколькі, от ці ёсць такая інфармацыя, ці можа быць вы там нейкім па сваіх каналах, як былыя супрацоўнікі там сілавых структураў, падтрымліваеце кантакты, ці людзі, асабліва вот калі яны з сілавых структур і з'язджаюць за мяжу, сыходзяць з этой сістэмы, яны спрабуюць, як это там, можа не схавацца, але ўжо не выпячваць сваё былое, там дзесьці сысці, як это кажуць, забыцца на тое, што было, і пачаць жыццё с нуля. Очень сложно в Беларуси в данный момент, потому что все сотрудники, которые увольняются, если они начнут высказывать свою точку зрения или свое мнение, это может закончиться, мы все прекрасно понимаем, что это закончится просто тюрьмой и каким-то надуманным сроком, потому что срок в Беларуси делается просто из воздуха, и это очевидно видно.
Я также выставлял записи с Наумовым и Скорпеньковым, которые открыто просто говорят, что если ты будешь просто неугоден, у тебя найдут и автоматы, и патроны, ну, то есть что угодно. Поэтому люди, уволившись, очень сильно за это боятся, но, повторюсь, как только режим очень сильно ослабнет, очень многие будут говорить и очень многие дадут много интересной информации. Ну вы зараз говорите про тых, хто звольніўся, але застаўся ў Беларусі, а я пытаўся Да. про тых, хто звольніўся і з'ехаў. Вось яны з'ехалі і ўсё абарвалі ўсе кантакты і, як кажуць, не высоўваюцца. Ці шмат такіх вот як вы, якія гатовыя ўстаць і от агучыць тое, што яны ведаюць. Мне этот вопрос задавали когда-то, я не помню, наверное, у Татьяны Мартыновой в стриме. Я тоже быстро подумал и как-то ответил, что таких нет. Но потом убеждался, что все-таки, наверное, есть. Но опять на сегодняшний день сказать так, что именно тот сотрудник, который был уволившись, и тот, который уехал за границу, вот будет так открыто говорить и вредить данному режиму, наверное, нет. Почему? Даже не знаю, не могу на это ответить, но со мной не контактировал никакой сотрудник, который уехал. И мы вчера даже говорили о Горадском, который владеет очень серьезной информацией по поводу исчезновения политика в 1999-2000 году. Но он, я насколько знаю, получил документы в Швейцарии, политическое убежище, и на сегодняшний день он нигде не появляется. Поэтому вот как есть. Шмат кажуць, разважаюць пра тое, што прымушае сілавікоў з тых самых падраздзяленняў там Альфа, Алмаз, там Губопік дзейнічаць так жорстка, як яны дзейнічаюць. Некаторыя кажуць пра нейкую там адмысловую псіхалагічную апрацоўку, там хтосьці кажа, там можа быць нават пра нейкія прэпараты. Можа быць, вы на сваім вопыце раскажаце, што там ідэалагічная апрацоўка ці што вот. Чему яны такие? Мое мнение такое, что за вот эти вот все 26 лет создана структура именно силового блока, которая сотрудникам давала все то, о чем, допустим, мог просто думать простой обычный рядовой сотрудник, не говоря уже там о офицерах и командном составе. Эта система показала, что она может обеспечить сотрудника всем тем, что он хочет. То есть жилье, там какая-то жизнь, давались какие-то там внеочередные звания, награды. Самое главное, что сотрудники увидели то, что все действия, которые совершаются, противомерные, противоправные, они безнаказуемы. То есть тотальная безнаказанность. И, наверное, то, что просто напрочь убита любовь к родине и к своему белорусскому народу. Я думаю, как только они это поймут, что они не правы, они очень сильно над этим задумаются. А яны зразумеюць гэта? Ёсць падзел? Я надеюсь, что зразумеют, может быть, все-таки, ну, когда-то же это все-таки дойдет, что народ — это то, о чем нужно думать, и именно народ они защищать должны, а не Лукашенко и его режим. Не этих чиновников, которые просто обкрадывают страну вообще до липки. Я думаю, что, надеюсь, что дойдет, есть Господь Бог на свете. Ну да, спадзяюся таксама. Тым не менш, вот будзем чакаць, пакуль вы выкладзеце гэтыя ўсе запісы. І на заканчэнне, сёння ў чарговы раз Лукашенко выказаў там типа такое меркаванне, што давайте перавернём эту страницу і будзем працаваць далей на дабрабыт і развіццё нашай краіне. Як вы лічыце, магчыма вось так проста ўзяць і перавярнуць эту сторонку? Нет, это невозможно. Я уверен, что это невозможно. Во всяком случае, с Лукашенко и с некоторыми подразделениями, которые в Беларуси были задействованы именно вот для исполнения вот этих вот преступных приказов и совершения преступлений, им не место в Новой Беларуси. Поэтому закрыть просто так не получится. Ну што ж, чакаем ад вас новых запісаў, новых раскрыццёў, новых сведчанняў. Ну і вам таксама ўсяго найлепшага. Будьце асцярожны, беражыце сябе. Спасибо большое. Живи Беларусь.
Век жывем. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў прадстаўнік ініцыятывы Беларускі народны трыбунал, былы баец антытэрарыстычнага спецпадраздзялення «Алмаз» Ігор Макар. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.